Ребята, всем привет! Ну что, Новый год, новые приключения, новые поездки, ребята. Сегодня с Юрьевной. Наконец-то, ребят, вырвались. Долгожданный у нас выход. Ну все, сами знаете, были такие неудобства. Ну, мы все, ребята, готовы к бою. На новой технике. Приехали на свое любимое место. 8 января. Всех, ребята, с Новым годом, с Рождеством. В общем, добрались, ребят, по темну. Пропылили деревню и вот, в общем, на льду. Приехали на свою курю, ребята. Старица. Это гора, которую многие знают. Юрьевна у меня замерзла, бедолага. Вообще капец. Ну, изначально, ребята, хотел поставить жерлицы, но потом заниматься бытом. Мы набрали, ребят, кучу всего. В общем, в модуле дрова, брикеты, жерлицы. Полный кофр всякого разного. Вкусняк. Здесь палатка, ребята, печки, котелки, пилы, раскладушки и так далее. Есть немного живца. Хотел изначально поставить жерлицы, ну а потом, в общем, заниматься уже лагерем. Мы сегодня приехали отдохнуть, ребята. Юрьевна так хотела, у меня давно уже хотела с ночевой. Да я, ребята, соскучился уже по ночевкам, по этим палаткам, по печкам, посидеть ночью на льду. Это очень вкусно, очень круто. В общем, друзья, значит, сначала расставляемся. Сам замерз уже немножко. Что-то вроде минус 15, а вот пока шли, и ветерок, что-то прохладно. Лариска, что-то у меня ноги у него, как обычно, мерзнут. И, в общем, сначала, ребят, ставим лагерь. Решили прямо на льду здесь забазироваться. Здесь вот, получается, старица держит немножко. И вот мы прямо здесь поставим палатку. В общем, изначально поставим все это дело, а потом я уже, ребята, буду делать какую-то рыбалку. Ну, поставим жерлицы, комбайны, там посмотрим. В общем, давайте начнем. Не знаю, как будет рыбалка. Ну, в общем, ну, даже не по рыбалке дело, а мы приехали, ребята, встретить Новый год, провести вместе. Ну и, в общем, просто отдохнуть. Ладно, все, начинаем тогда. Быстренько сейчас поставлю. Чем быстрее сделаем, чем быстрее будем ставить жерлицы. Все, погнали. Можно было натоптать, но он такой рыхлый снег, что беспонтово будет. Ладно, лучше уберем. Вот так, ребята. Кто на рыбалке мерзнет, просто берет бур и погнал. Нам надо расчистить 4х4 взял Алтай, ребята, УП 3. Палатка 4х4, почек очень здоровая. Тут у меня палатка, пару буров, лопата, вот полные сани небольшие. Ну, здесь самое необходимое: бензин, стол, печка, 2 раскладушки, спальники, посуда, кухня. А там вот рыбацкая тема. Ну и здесь такое тоже. В общем, дела вот такие, ребята. Надо просто взять большие сани и уже не мучиться, вот этот тепловоз не устраивать, паровоз. Снега вообще жесть, смотри, снега вообще труба. Это только начало января, а что будет в феврале?
Так. Все, ребята, поставили кое-как. Блин, как раз ветер поднялся. Палатка еще немножко была замерзшая. С осени немножко влага была, и все это застыло. Палатка такая, она потом тверденькая. Ну, последний раз мы ночевали с Илюхой. Был дождь со снегом. Очень нормально, сейчас все оттает. Все будет хорошо. Кое-как утянулись. Ну, сейчас печку сделаем, все будет четко, тепло. Будем пить чаек. Ну что, начинаем сезон, ребята. Печного отопления. В этом году запоздало. Ну, как в этом году, в этом сезоне, в 2022. Должны уже давно начинать. Рожек. Брикеты. Да, никогда не подумал, что, живя в лесу, у меня будет печная травяная печка, и я буду топить вот такими дровами. Ну, кстати, вещь классная, ребят, помогает. Вот сейчас пока приехали, Лариска замерзла. Получается, некогда сейчас дрова пилить, ехать искать. Ну, быстренько вот так. Это просто жидкость для рожика, ребята. Взбиваем. И все. Так, не бояться, что вспыхнет. Ну, сейчас такие рожики идут, что этот. Слушай, они еле горят. Вроде пошел. Вот нам стол Юлина менять надо. Вот это да. Бедолага уже доживает свой век. Так-то стол неплохой, но боится воды. Его или лакировать надо сразу. Видишь, опять же доделывать почему-то. У тебя есть друг Руслан. Попроси его, пусть сделает. Давай не будем подумать. Все, ребята, поставили раскладушки. Так, быстро, маломайский. Стол. Печку распалили. Даже уже сразу тепло стало. Эту сторону туда ставь. Ломаную. Все, сейчас чайку пьем и я в бой. А Юлина тут уже будет делами заниматься. О. Столик готов. Да, стол уже отжил свое, ребята. Фиеста. Да, неплохой стол. Еще поднимается, получается. Сетка, ну, получается, возил ее в санях зимой. Натерла, а потом попала вода и хорош, короче. Сегодня взяли большой термос. 2,5 литра Артика. Вдвоем нам хватает. Вот на сутки едем. Вполне за глаза. А так я уезжаю. Его не беру, потому что слишком большой. Тепло.
Ирина будет марафетом заниматься, а я пойду все-таки жерлицы поставлю. Ну и тут чуть ниже комбайны поставлю. Не знаю, может что будет. А так, что-то ребята вообще жалуются. Вообще плохо по рыбалке. Я, получается, как приехал с Печоры, так еще толками не рыбачил. Никуда не выезжал, никаких разведок. Покупной живец. Вообще, дурдом, короче. Ну ладно, будем сейчас все это восстанавливать. Начнем полноценные выходы. Будем ездить, отдыхать, рыбачить. Давай, на чеку. Что так? Мы больше отдохнуть поехали, да? Все же. Рыбалка так, это рыбалка. Отдохнуть хотелось выехать и прям на новогодние праздники. Прям сегодня уже как бы, на 8 уже. Уже, в принципе, кто-то не работает уже. Хотелось уже, конечно, пораньше все это сделать, но пока то. Ладно. Дом поставили, все четко, хорошо. О, кружечка. Так, ну что, ребята, начнем. Палатки Ташкент. Тепло. Утро прозевали. Ну да ладно. Приехали с ночевочкой, так что жерлица у меня кан с карасем. Со старым. Вчера привезли мне немножко. И вот тут сейчас по знакомым тропам поставлю, ребята. Я здесь немножко выйду в реку. Комбайны поставим. Ну, в общем, как-то так. Лариска, ладно, уже пускай сидит, замерзла. Но я начну. Ну что, примерно так радиус держу. Погнали. Какой лед в Курье. Мощный. Снега, конечно, ребята. Дай бог. Шли по лесу. Так нормально. Потом бам. Вылетаю на поле. И еще просто проваливаемся. На подъем там начал буриться. Понижаечку, ребят, воткнул. Все, поскакал в родной. Так на понижайке и пробил. Ну, в общем, сидели на модуле вдвоем. Плюс Саня, двое волокуш с вещами. Да и так много чего тяжелого. Палатка, мешок брикетов, печки, раскладушки, веса очень много. Пока стараюсь сильно ему жизни ему не показывать. Все-таки новые еще. Резинки уже дряхлые. Менять надо. Ладно. Надо, ребята, расставиться уже. Все-таки надо в этом году поймать рыбеху, ребят. Опа. Ах, как соскучился. О. Раз, два, три. О, трава. Ну, тут как раз где-то трава идет. В этом районе часто попадалась щука. Даже на лим заходил. На лим, наверное, сейчас все-таки январь месяц. На икромете, возможно. Может, болеет. Непонятно. Но опять же, с каждым годом все по-разному. Неделя плюс, неделя минус. Так, двойничок у меня. Как обычно. Через ротик. Карась, кстати, не понравился мне, ребята, как живец. Он вроде живой, но он какой-то такой неактивный. Сразу присыпаем. Вот так вот. И идем дальше. Ребята приехали. Они местные, они с города. Каникулы, отдыхают.
Молодцы. Приехали гитоку не погладить. Попробовать. Ну, пробуйте, что. Конечно, что нет-то. Ух, грязище-то какое. Здесь выход. Здесь выход. Ножи наломанул. Так, ребята, ну что, я проход сделал здесь. Так, примерно, как обычно. Пошел в реку. Блин, там шуга. До сих пор не вымыла ее. Хотя январь месяц уже. Ребята тоже рыбачат на удочке, пробуют. Но они так катаются. Подсказал тут, где можно примерно еще попробовать. Да хотя они, мы, говорит, знаем, родились здесь. Так, ну я иду дальше. Комбайны. Еще десятка жерлиц. Где-нибудь сейчас в закутках поставим. Посмотрим. Раз, два, три. 3,5. Но налима тоже поднимаю, ребята. Так-то бы желательно, конечно, оставлять на дне живца. Но щука тоже может быть. Соответственно, делаю и так, и так. Ну и сколько раз замечал, что налим тоже берет сверху, ребята, не стесняется. Карасики у меня такие уже. Погода поменялась. С утра был морозик. Сейчас поднялся ветер. Пришла туча, снег. Ну, у нас балаганчик стоит. Сейчас заходил к Лариске, когда там растаялся. Там уже жара, уже лед таять начал, ребята. Вода пошла. Блин, надо было снег трамбовать, мне кажется. Ну, ничего не поделать. Ладно уж. Я думаю, ночку-то перекантуемся. Не поплывем прям сильно. Но снег учу трамбовать. Это уже проверено. А я что-то думаю, снег такой рыхлый. Так, друзья, ну что, начнем. Были вопросы по комбайнам. Да ничего такого, ребята, сложного. Вон подыскосок. Вот такой они у меня в пакетиках. Кормушку, ребят, я не использую, хотя кормушку надо использовать. Многие, смотрю, мормышем кормят. А тут, ребят, так все по-простому. Я пробовал ставить фидерные кормушки, делать прикормку и кормить как летом, как на фидер получается. Но это надо на них рыбачить. А так они будут у нас стоять, получается, чисто как донка. Ну, так и есть, как донка. Мощный удильник такой заводской. Вот такие кивки, ребята, заводские тоже. Так, устанавливаем кивок. Леска, ребят, не помню. Леска вроде 0,25. И вот такая коса. Коса у меня получается на мотовилке с крючками. Так, сейчас надо разобраться. 3 поводка. Первая идет мормышка. Грамма 2, наверное. Вот. Далее мормышка. Первая пошла. Поводок с крючком. И третий тоже поводок с крючком. Соответственно. Потом 2 стопора, ребята. И получается сделал противозакручиватель. Отрезал. И вот косу мы сейчас уже, получается, регулируем. Потому что коса тоже, ребят, значение имеет. На печоре я ставил 84 грамма. Так как стаскивала здесь, в принципе, можно и поменьше. Ну, в общем, как-то так. Единственный момент, ребят, чтобы было течение. Если не будет течения, косу точить не будет. И, соответственно, комбайн ваш не поставится. Это, то бишь, снасть вот именно для течения. Сейчас я как раз и проверю, тащит. Но здесь примерно я помню, что течение здесь уже должно быть. Все, ребят,
отлично затаскивает. Шикарно. Такая мормышка простая. В общем, буду, ребят, рыбачить я на червя заводского, причем дождевой червь простой. Сейчас по пучку насаживаю. Червя все любят. Также на эту снасть и на лим может попасться. В общем, погнали. Наших городских поближе деревни. Червячочки, червячочки. Классно подходит Дендробена вот этот, ребята, червь, который мощный. Вот он прям шикарный подходит. Я пробовал в прошлом году, мне очень понравилось. Так, вот по 3 штучки, я думаю, достаточно. Первый пошел, второй поводочек. Возня, конечно, руки грязные. Ну ничего, интересная рыбалка. Я ее в прошлом году попробовал, она у нас работает. Соответственно, буду продолжать на нее рыбачить. Поводки, ребят, длинные делать не надо, потому что будет путаться. И получается третий поводок. Раз. Черви маленький, конечно. Покрупнее можно. 2. 3. Так. В общем, третий заходит. Давай, затаскивай. Тут еще слабоватенькое течение такое. Мы подходим только к середине, вот она здесь такое еще. Ну, в общем, тащит. Так, груз, ребята. Так, нашли дно. Втыкаем. Чуть-чуть подзагибаем. И вот здесь сырой снег. Вот этот. Соответственно, примерзнет удильник, и уже никакая рыба его не вытащит. А при поклевке он будет загнут. Он будет загнут. При всем желании можно ставить бубенчики, когда находимся рядом. Ну, мы будем далеко, чисто будем ходить, смотреть с Лариской ночью, вечером. В общем, как-то так, ребята. Ну и все. Лунку также можно засыпать. Вот так. И вся любовь, ребята. Вот таким макаром пяток я устанавливаю. Классно, кстати, ребят, подходят удильники недорогие. Получается, под балансир. И здесь такой выступ под кивочек они делают. И вот как раз крупный кивок туда прям, как родненький, ребят, заходит. Вот так его туда бак. И вот полноценный, ребят, удильник. Смотрите. Все классно. Все, победили. Вот, немножко не дошел, но в целом здесь уже хорошая глубина, метров 5, наверное. Хорошее течение. Ну и начинал где-то с метра 2, наверное, скатился вот так. В общем, так перегородил, ребята. Не знаю, посмотрим. Может, есть ката, дернем. Ну, хотелось бы, конечно. Жерлички стоят, комбайны поставил, 20 жерлиц, 5 комбайнов. Я думаю, неплохо поработал, ребята. Но все это все равно долго. Там попадал в шугу, тут в песок в шугу попадал, много лишних лунок делал. Ну, в общем, ребята, 12:08, как я и сказал, до обеда я поработал. Начал где-то часов 10, наверное, пока приехали, пока поставили палатку, пока туда-сюда. В общем, так и получилось. Ну, часа 2-2,5 поработал. Не знаю, что там Юрьевна делает, что-то дым даже с трубы не идет. Поеду, должна приготовить обед, пельмешки вроде поставила. Короче, все, ребята. Теперь будем балдеть, просто кайфовать, что. Будем балдеть. Давно хотелось выехать. Ну и в общем, я здесь, на своих местах. Очень здорово.
Ребята тут попробовали, уехали выше. Не знаю, они так что-то удочками рыбачат, что-то ищут. Ну тоже каникулы, что правильно дома сидеть, молодцы. Все, ребят, погнали. Погнали в дом в наш. А нет, дым идет. Значит, все там нормально. Тук-тук. К вам можно? Ворвитесь. Сейчас ворвемся. Придется ставить заново. Ни хрена, ты что, лунка у тебя что ли? Да. Да? А это да, этот поставила. А, котелок у нас. Ну да, надо подложить. Плывем, наверное, мы с этой Лариской. Так, друзья, ну что, все, в избе. Юрий у нас здесь читает газеты, балдеет. Ну, так и сказал, ребята, закумарит. Пошла вода. Не знаю, вроде как будто бы не сильно топим, а вода херачит. Значит, у нас две пачки брикетов. Я взял пилу, не знаю, за дровами сгонять, не сгонять, пока светло. Ну, как-то так. Лариска пельмени приготовила, уже остыли, сейчас подогреем. Вот так расположились, что маломайски. Алтай, ХОП-3. Две раскладушечки, тут место, ребята, в вагон просто. Столик поставили. Вещи как-то так разбросали. В общем, так, нормально. Единственное, то, что забыл, ребята, поддон сделал под печку. И смотрю, забыл его. Ну, первый выход такой. И, соответственно, надо что-то подложить под ножки. И снял экраны с печки. И вот так поставил. И думаю, хоть как-то спасет. Относительно. Ножки не будут проваливаться, а так они топят. Ну и вот, что, нормально. Сейчас будем обедать. Все, ребята, обед. Горячие пельмени. На скоряк. Все слипшиеся. Галушки мясные. Ну, растаяли немножко в сумке холодильник. Тепло. Ну ничего. Пойдет. На рыбалке-то какая разница. Ну, ребята, пельмехи. Как же круто. Рядом рыбалка, а здесь заходишь, тепло, уют. Пахнут пельмени, ребята. Круто. Ни на какую избу не надо ехать. Вот все под боком. Прям можно здесь буриться и рыбачить. Вот это круто. Это кайф, конечно. Масло. Приятного сегодня. Тебе тоже. Ребята, всем приятного, кто обедает сейчас. Кушай. А мы вот покушаем. Опа. Пообедали, ребята. На улице ветер такой, блин. В палатку зашел, сразу аж тепло, аж закумарило, блин. Пельмешки залетели, как свои, родные. Ну что, пока загаров нету, вот вышел посмотреть. Дальняк не особо просматриваю. Ну так примерно видно. Воронье кружит. Палатка. Печка шает. Тепло, ребята, классно. Ладно, что. Не знаю, вот думаю, все-таки, ребят, может скататься еще на одну точку. Там пятерку поставить. Карась есть, жерлицы есть. Так, на разведку чисто. Не знаю, ребята. Круто. Так, ребят, ну что, пообедали. Лариска что-то прилегла отдохнуть. А я что-то думаю, что, жерлицы есть, ребят, есть живец. Сгоняю ее еще на одну точку. Так, поставлю там. Ну, пускай будет. Тропа тем более пробита. Съезжу, ребята, я наверх. Есть там один закуточек у меня. Там попробуем. Так, ну что, добрался. Здесь наше пристанище. Здесь, кстати, дрова, ребята, есть.
дров можно забрать будет. Все равно по весне уплывут. Очень много воды, ребят, смотрю. Прям вообще капитально. Вода стоит. Ну, здесь побросаю я тоже жилички. Воды прям куча. Там тоже шел. Пару раз хапнул. Ну ничего, вроде нормал. Так, ну что, погнали. Не удержалось у меня сердечко. Надо где-то, Андрюха, ехать ставить. Кстати, это Ларискины жерлицы, ребята. Ларискины банты. Специально делал я комплект. И здесь как раз на лимье жерлицы, большие поводки, двойники точнее. Уже грузила мощные для этой реки, которые предназначены. В общем, вот такие дела. Шуману, когда я, ребята, здесь тоже. А вдруг стрельнет. Жерлицы, кстати, дед Щукарь компания. Ничего, такие понравились мне. В прошлом сезоне рыбачил на них. Ну, в общем, как-то так. Так, ребят, сразу поднимусь. Ох, а снега-то сколько. Стоят чербаши. Прям меня и ждали. А я к ним вернулся. Отлично. Костровища тут. Тут какие-то дрова еще должны быть. Завалило уже все. Ну, тут даже наколотые, ребята, дрова есть. Иду на кордон. Что-то подзамотался так. Не бурил так давно уже столько. Все, дрова есть, все четко, ребят. Сейчас наколем и нормально. Все, ребята, дела сделал. Мужики сейчас проехали, пообщались. Вот такие мужики. Если, ребята, будете смотреть, привет вам огромный. Вот так пообщались туда-сюда. В общем, такие здравые ребятки, молодцы. Лариска выспалась, проснулась. Чайку пьет. Ну, дровишки, ребят, расколол. Печка затрещала. В общем, дела сделаны. Остается только ждать, ребята. Не знаю, будет что, не будет. Будем посмотреть, как говорится, как обычно. Время 3,
4 час. Ну и все, ребята, уже сумерки, уже темно. Сейчас будем готовить ужин. Андрюше положено 5 капель. Заслужил, сегодня поработал. 130-м тоже поворотить. Дело прошлое надо, здоровье. В общем, поставил лампу, свой этот китайский прожектор. Вот сегодня взял аккумуляторное освещение, так что вечером зарядим его. А так пока светло еще, в общем, нормально. Печка шает. У нас вот немножко сыровато, ребят, но я думаю, за ночь ничего такого сложного. Все нормально будет, вывезем. Все. Будем сейчас готовить что-нибудь. Что, Ларис, сегодня на ужин замутим? Не знаю, что-нибудь. Что-нибудь. Продуктов набрали, ребят, как обычно, там всякого разного. Что-нибудь по настроению сделаем. Так что как-то так, все. Режим кайфа объявляет. 100 грамм боевых, ребята, сам Бог велел, как говорится. А вечерком у нас шампанское, праздничное настроение. Еще, кстати, ребят, взяли салют. Сегодня будем пускать салют. Да, Юрина? Как зажгем тут огни Нью-Йорка. Давайте, друзья, за вас. С Новым годом, с новым счастьем, с Рождеством. И за рыбалку, как обычно, будем под бутербродик старейшины. Как бы сказал мой друг, как теща под лед. Не в обиду, конечно, всем там тещам. Есть тещи хорошие. Так. Аккумулятор зарядили. Сейчас выведем, ребята, освещение. Опа. Выведем освещение. Каменское освещение у меня. Еще раз показывал. 5 лампочек. Ну, из них только выжила одна. Что, серьезно? Да, все побилось у меня. Одна вот надо купить. А в принципе одной нам не хватает. Крайнюю делаю. Одной за глаза вообще. Ну, штука крутая, ребята. Можно и от сети, получается. У меня, кстати, от Кемпинга промокод 10%. Если кому надо, ребятки, заказывайте. Еще одну надо протянуть. Ага. Так. Сейчас мы тут наладим быт. Карты будем. Лампочка Сейчас. Ильича. Карты сейчас будем рубить. Лампочка Ильича. Делайте ставки, господа. Так. Есть. Так. И все, крабики, ребята. Черный, белый. Плюс-минус. Свет готов. Аккумулятор сам покупал отдельно. Раз. Два. Вот, в общем, в контейнере так вложу его. Здравствуйте. О. Ну чё? Поинтереснее, наверное, будет, правильно? Ну, да. Чем вот эта штука. Хотя она, пускай светит, тут 2% осталось. Ну как, 4 деления, ребята. Я вот его не выключал 3 суток вообще. Получается, здесь боковой луч мощный, боковой мощный, средний и дискотека, если я называю. И вот я на средний ставлю. 3 суток, ребят, не выключал. У меня 2 деления еще оставалось. Вот так сутками горел. Это мы на стол направим. Вот так вот. Все. Ну и это пускай работает. Вот так тут у нас дома светло. Где мой пакет интересный. Так, сразу возьми вечером на проверку. Фонарик налобный тебе. Таблетки, ребята. Электрошокер у меня здесь. Ручная пила. И картишки есть. А еще есть набор сигнал охотника. Мамуля опять мне купила, понял, у меня закончились, ребят. Маманя у меня опять заказала
через брата. От волков, короче, это дело. В общем, давай, что ты мешаешь, там надо убрать карты. Будем играть в штуку, в 1000. Десятки у нас нужны, семерки не нужны, восьмерки не нужны, шестерки не нужны, девятки нужны, вольты, десятки нужны. Ну все отлично. Так. Черви 100, буби 80. Знаешь, да? Да. Обязательно даем срезать. Девятка 3 раза валет женим. Ты на сотне, я кричу. Первая будет, не это как его получается. Как объяснить-то? Ну, в темную. Нет. Ну, первый раз по каждый. Нет, не будет. Нет, не будет. Обязательно не забывай за это. Так, у нас 2 прикупа будет. По 3 карты. Последняя всегда должно быть тебе. Если такого нету, будем спрашивать с тебя. Так, ты на сотне, я кричу, да? Угу. Так, ну, угу. Так, 10. 10. Ну, бери. Угу. 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 Так. Прикуп. Одну тебе. Давай пойдем 160. Погнали. Мать. Что тут было? Смотри, Вообще. 60-ка не битая, понял. Так, ребят, ну что, мы срубанули. Блин, долго получилось. 910 тысяч. Слушай, ну 90 расчет получается. Или 90 рублей, или 900 рублей, или 9 тысяч, или 90, или 900 тысяч, или 9 миллионов. Какая сумма у нас была? Мы с обоюдно согласие были. Ну вот, то бишь тут все зависит от стажа дальше. Или 9 фофанов. Без камеры скажу, ну? Понял. Все, ладно. Так, друзья, поиграли картишки. Лариса поиграла 90 евро, оказывается. 16:55 у нас по Москве. Суббота, 8 января. Живем на льдине. Красота вообще. Настроение шикарное вообще. Круто. Давно хотели выехать вот так просто, ребят. Ну, тупо пожить. Вот на самом деле вот это вот неделя вот просто в палатке. И даже вот рыбалки, в принципе, и не нужно. Что-то занимаешься, там, готовишь, блин. Вообще круто. В общем, поеду я, ребят, прокачусь. Посмотрю жалицы, обстановку. Вечерние загары, может, какие-то. Возьму червей, посмотрю комбайны. Ну, Лариса Юрьевна здесь у нас уже начинает крутить, что-то мутить. Ларис, что там будем сегодня кушать на ужин? Я не знаю, суп картофельный с шампиньонами хочу сделать, с беконом. Вот. Ну, да, классно бы было.
Что, картохи взяли, ребят, картоха своя. Сейчас он продают. Шампиньоны вон остались еще с праздника. Да, остатки, кстати. Ну, бекон остался, так что в расход. В расход пускать надо, верно. Верно, все верно. По рыбалке сейчас будем посмотреть, но сегодня, значит, суп-пюре у нас, ребята. Не знаю, насколько пюре будет. Постараюсь. Толкушки нет. Ну, в общем, Ну так, картофельный суп будет с шампиньонами. ну неплохо, я сказал бы, неплохо. Ладно, что, Лариска пока тут готовит, все это нарезает, ставит. Кстати, удобно, ребята, когда живем в палатке с печкой. Ну, как и в избе получается. Печка топится постоянно, и, соответственно, у вас плита. Хотя мы взяли газ, взял я плитку. Ну, зачем как бы подпускать ее, если когда вот тут все под боком шает. Мы немножко с водичкой. Ну, ничего страшного. В общем, все у нас по плану. Все по плану, ребята. Так что как-то все вот так у нас. Так, заправлю коня, ребята. Покататься надо будет сейчас. Кстати, по расходу я бы не сказал, что чем-то отличается с лонгом, с 20-м, с 500-м. Получается километров сколько сегодня он прокатился? Ну, 25 может. Заправлял полный бак. А, не полный. Катался еще. В общем, ребят, это не снегоход, конечно. Ну вот, здесь у нас еще литруха. И полный бак 6,5. Вообще за глаза хватит нам. Все, ребята, поехали. Первый вечерний осмотр, так скажем, вокруг Жерлиц. Ранки замерзли. Будем смотреть. Так, ребята, ну что, добрался я до комбайнов. Слушайте, ну проехал вот так что-то вокруг Жерлиц. Особо непонятно. Ну, так примерно вижу, что сработок нету. Комбайны, смотрю, тоже стоят. Скучают. Ничего интересного. Мороз крепчает. Да. Комбайны, ребят, молчат. Как и жерлицы. Вообще мертво. Вообще пока мертво. Ну, в принципе, время еще не особо много прошло, скажем, но все же охота видеть какое-то движение рыбы. Так, на дальняк, значит, пока не поеду. Так, крутанулся. Значит, не поеду пока. Потом поужинаем, с Лариской съездим туда. Пройдемся, ну еще раза два, наверное. Пройдусь. Блин, ну налим, ребята, уже должен выходить, по сути. Если налим есть, если он активный, он уже должен брать. Ладно. Ладно, пока. Палаточка, ребята, светится. Красота. Нисколько не жалею покупки вот этой. Блин, ну, это реально, ребята, круто. Еще бы рыба клювала.
Слава тоже молчит. Пока тихо, ребята. Ну что поделать. Так, я короче, вернулся. Ну, тут недалеко, в принципе, прокатился. Тишина. Юрина тут жарит, парит у нас. Ай, красота. Грибочки жарятся. Картошка варится. Ну да. У нас будет сегодня, ребята, вкусный суп. Шампиньоны, тут растительное масло и сливочное масло. Сейчас выкипит влага. Вон на печке, ребята. Я говорю, давай, Юрий, на газ поставим. Она говорит, нет, так будем делать. Пришлось приоткрыть немножко окна. Что там, что там. Потому что жара стоит в хате. Вода вон немножко пошла. Надеюсь, Нарезала лук, бекон. пока меня не было, все приготовила, молодец. Да, сейчас добавим к шампиньонам. Лучок, да, бекончик. Угу, обжарим. Красота. Так, пожарим у нас грибы, лук, бекон. Добавляем картошки. Паприку. Смесь перцев. Через 5 минут будет главный ингредиент. Главный ингредиент. Сливки. Оба. Ребятки, вот и пюреха наша. Суп-пюре с шампиньонами, Беконом. беконом. Ну и как-то так. Ужин подспел. Вообще как раз вовремя. Второй раз Ларису Юрьевну я расчехлил. 420 что-то у нее. У меня 1000 получается. Все. Классно. Время 19:04. Мы садимся ужинать. Ох, супец, ребята. Люблю такие вещи. Очень, кстати, вкусные. Немножко зеленушки бы туда еще. И вот там сметанки, майонезика. Ну, в принципе, там сливки. Ничего не надо, в принципе, добавлять. О, да, вообще наваристый. На печурке, ребята, сделали. Классно. Очень классно. На улице мороз, ребята. За 20-ку, наверное, уже, потому что ну, резко бам. Выше сейчас все, буранки замерзли. Нижний слой там, смотрю, что-то белеет, конденсат поднимается. Ну, у нас потому что здесь влага из-за этого. С полами бы было, конечно, нормально. Здесь есть летний вариант, но смысла стелить его не вижу. От него не холодно, не жарко, он просто тупо прилипнет под печки. Сырок. Ну, спасибо. Огонь, Юрина. Жульен, ну что-то. Так, ребята, ну что, 9 вечера. Решил проехаться. Все-таки еще раз. Сейчас езжу на дальняк. Лариска не хочет. Холодно. Мороз, ребят, смотрите. Стуканул хороший. За 20-ку, наверное, давит. Грею собаку. Поедем, прокатимся. Надо посмотреть все-таки все равно. Ребята, встала, вода вышла. Иду рядышком. Там невозможно ехать, глыбы одни.
тихо. Вообще никак. Ни одного загара. Да. Вот это прогноз такой интересный. Да, ни одного загара. Вон, ребята, видите, что хотел показать. Тропа волков. Вот они по кустам шли. Не по реке почему-то, а по кустам. Там карабкались. Не знаю почему. Может, что-то искали. Ну, такая прям твердая тропа. Когда с дровами подымался, смотрел. Вот они прям тут щелкали. Сейчас посмотрим. Красота. Новые, ребята, ракетницы. Сейчас получается уже в таком железном корпусе. Потом тут разбрал в пластмассовом, а сейчас вот в железном такие. Ну то же самое, что лупят. Ладно, что, поедем мы на лагерь, ребята, отдыхать. С Новым годом фейерверк пускать. Не знаю, что будет ночью. Но больше ездить не буду точно. Поехали додому, до хаты. Буранка вон, ребят, колом. Иду боком, просто гоню 150. А так на ней невозможно ехать. Она вся вот заледенела. Ладно, ехаем. А вот такая игруха, ребята. 24 залпа. Сейчас мы его зарядим. Ценники, конечно, я в шоке, блин. Слышишь, за такие бабки, наверное, можно тротило купить, блин. Деньги делают на все, блин. Фитиль скрывать здесь. Так. Так. Все. Вот так вот. Устанавливаем. Что тут показано? 6 Так, 30 метров. Так, сразу гаситься, понял. Быстро уделиться, удаляться. Ладно, погнали. Здесь у нас хата. Хата наша с краю. Ну мы прям здесь, наверное, вот здесь и замутим все это дело. Да, вот жилищи наши стоят. Прям, наверное, здесь. Все это, ребята, мы и сделаем. Все. Это было круто, да? Да. Это было круто. 3 рубля улетело просто в небо. С Новым годом! Юрий, Годом. с новым счастьем! Не свети. Ура! Ура, ребята! Красота! Ребята, рыба вообще не клювала, сейчас вообще не будет клевать. Тут нагремели капитально просто. Нали мы сейчас просто ходом пошли отсюда. Все, шампанского в студию, я думаю. Погнали. Ах, ну мороз, Мазаров 0, морозик.
доброе утро. 8 утра. Рассвело. Мы уже проснулись. Согрели завтрак. На улице теперь погода изменилась опять. Вроде как степлело, но ветер очень жесткий. Такой хиус давит. Рядом вокруг нашего дома сработок нету. Как вчера мы не созывали фейерверком, никто не пришел. В общем, ну, дальняк не видно. И выше десятка Ларискины банты. Может, какой-то, ребят, налим есть. Ну, видно, сразу видно по ощущениям, то, что вчерашний день показал сразу, что сработок нету. Явно рыба не активна. Обычно сработка бывает. Ну, именно вот днем, вечером сработки бывают. Ну, а здесь прям четко видно, что рыба просто стоит. В общем, сейчас завтракаем. Согрели наш суп-пюре вчерашний. Бутербродов нарезали. Ну и, в общем, сейчас чайку пьем, кушаем. И, наверное, съездим, проверимся, да, Ларис? Короче, съездим, ребят, посмотрим. Ну, а в дальнейшем будем собираться. Спали, в принципе, неплохо. Ставил будильник на каждые 2,5 часа. Кидал 3 брикета. В общем, будильник созванивал. Юшку открывал. Как раз вот этот угли тлеющие, все это было. Опять кидал 3 штуки, закрывал, ставил на шайку. Ну и, в общем, вот так мы и спали. Два пакета мы спалили. 2 пакета мы спалили. В общем, если дров не было, нам бы не хватило. В общем, с ночевкой надо будет брать 3 пачки. Если так, на корняк. Печка 30 литров, где-то в этом районе. Ну все, кушаем, одеваемся потеплее. Съездим, проверим. Посмотрим, что у нас там, как дела. Да, если даже ничего не будет, ничего страшного. Нормально. Отдохнули, мы хотели вот именно этого плана. Отдых. Погода, видите, тоже такая. Неважно. Ну, покатаемся, посмотрим. В общем, чай попили, покушали. Поеду, ребят, я один съезжу. Не буду уже в Лариске морозить. Такая погода, ветер. Техника греется. Ветер такой. Вроде мороз ни о чем, но сильный ветер. И прям, кусается. Здесь работок нету, ребят, по Курье. Не знаю, что река скажет. Съездим, посмотрим. Лариска моет посуду, собирается потихоньку. Ну, в общем, так, не спеша. Ладно. Дай бог, ребята, увидим сработку. Подъезжаем к первой точке, ребята. Тишина. Сработок нету. Странно как-то. Даже налима нету, ребята. Как маленькие таежные птицы на буранку сели. Кто такие? Штук 100, наверное. Вон, смотрите, сколько, ребят, опять на буранку. Что за такое явление интересное? Это к чему они так делают? На буранке вроде ничего нету. Поклевать надо будет оставить хлеба. Смотрите, сколько их тут живет. Не знаю, если вы увидите, конечно, очень маленькие они. Надо будет что-то оставить, покушать им. Вот тут воды давануло. Ну что, ребята, бант стоит один-одинешка. И как раз не яма, а выход уже миляк. Крайняя, предпоследняя жерлица. Один флаг, ребята, на Ларискину. Надо было ей ехать все-таки. Ну, еще не факт, что рыба. Ну, давай посмотрим. Кто-то клюнул. Ну, мне кажется, ребят, налим, потому что здесь
Такое место на Лиме. Угу. Кто-то есть, ребята. Есть рыбка. Не крупная. Чувствуется, что налим, ребята. По своему поведению. А нет. Зубастая. Опа. Килушка, ребят. Чуть меньше даже. Вот такая щучка, ребят. Все же нам попалось. Вот такая щучка, ребята. Все уже клюнула. Одна, единственная. Что могу, ребят, сказать? Смотрите, если вчера зашел в палатку после обеда, покушали пельмени и не поехал я сюда ставить жерлицы, то бы вот этого не увидели. Значит, к чему, ребят, говорит? Надо не лениться, ребят, пробовать. И результат будет. Кто ищет, тот всегда найдет. Так говорил мой отец, дед. Потому что рыбалки приучали они меня. И в общем, а если бы здесь была трешка, она бы сделала всю рыбалку. Вот о чем, ребята, я вам хочу донести. Так что только вперед. Никогда не ленимся. Ищем, ищем. И все будет. Ларискины банты очередной раз выручили. Ну и здорово. Караси, ребята, очень плохие были. Померли они какие-то такие все побитые. И 5 штук живых было. Я их в луночку. Пускай карась размножается у нас, хотя в реке его нет. А это местным. Есть улов. Победа, ребята. Даже рад этому. Вообще рад. Все, ребята, лечу. Будем собираться домой. Что-то мороз какой-то, блин. Вроде не обещали, а что-то морозит, блин. Ездил, ребята, Лариска у меня тут все собрала. Молодец. Замерзла, говорит, печку пришлось топить. Ну ничего, банты твои работают. Опять выручили банты твои, слышишь? Нормально. Так, заправляемся. Будем собирать дом. Что, ребята, все собрали. Палатку, упаковали вещи. Такая мессина получилась. Там даже края, ребят, немножко прихватило. Немножко подергать пришлось. Ну все, в общем, баркас загружен. 2 саней. Немножко дров. Остатки. Оставляю жерлицы. Пускай стоят. Через пару деньков приедем, посмотрим. Ну а так в целом отдохнули. Круто. Понравилось, Ирина? Да. Четко? Да. Все нормально, ребят. Мы реально вот ехали именно за этим. Просто покайфовать. Даже хотели на пару дней, но пару дней этот как его, не получается. Фух, все. Дорога домой. Холодно. Потихоньку поедем. Время уже обед. Через пару часов уже потемнеет. Вроде вот хотели уезжать. А все-таки все равно полдня заняло. Ладно, все, ребята, прощаюсь. Давайте. Всем хорошего настроения, хороших рыбалок в новом году. Ну и почаще давайте на природу, ребят. Движение, воздух. Все-таки это жизнь. Все.